Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии в ДТП погибли 4 человека. 3 пассажира микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. По сообщению МВД, на 625-м километре федеральной автодороги Колыма в Тампонском районе произошло столкновение микроавтобуса и большегруза. По предварительным данным установлено, что мужчина 1963 года рождения ехал из поселка Устнера в Якутск. Не убедившись в безопасности маневра, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с машиной Скания с полуприцепом. В результате ДТП водитель и 3 пассажира микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 3 получили травмы различной степени тяжести. Водитель большегруза не пострадал. По этому факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Уже установлено, что стаж вождения у погибшего водителя микроавтобуса составляет 40 лет. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается. Судебный пристав обвиняется в халатности. В его отношении возбуждено уголовное дело. По информации Следственного комитета, в марте 2018 года на принудительное исполнение в Якутский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с общества с ограниченной ответственностью задолженности в размере более 2 миллионов рублей и возбуждено исполнительное производство. В марте 2020 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании производства якобы за отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание. Между тем, согласно бухгалтерскому балансу, а также вступившим в законную силу решением арбитражного суда о взыскании с некоммерческой организации денежных средств в пользу приятия должника, у организации имелись финансовые и другие оборотные активы, в том числе дебиторская задолженность. Вследствие окончания исполнительного производства были существенно нарушены права и законные интересы взыскателя по данному производству, поскольку организация-должник, вопреки требованиям закона, получила возможность распоряжаться денежными средствами, на которые могло быть обращено взыскание, и за счет которых впоследствии мог быть погашен долг перед взыскателем. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. В Сунтарском районе возбуждено уголовное дело о сбытии заведомо незаконно заготовленной древесины. Об этом сообщает прокуратура региона. Местный житель без разрешительных документов вырубил на территории Сунтарского участкового лесничества более 70 сырорастущих лиственниц. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила около 150 тысяч рублей. Впоследствии вырубленные деревья мужчина продал своему знакомому. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Отмечается, что ход его расследования находится на контроле прокуратуры района. В Усть-Майском районе местному жителю отменено условно-досрочное освобождение. По сообщению прокуратуры, в конце 2019 года мужчина, ранее осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок 1 год и 9 месяцев. При этом осужденный систематически выпивал, за что 6 раз в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. В связи с этим постановлением суда, с учетом мнения прокурора, осужденному условно-досрочное освобождение отменено с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на 1 год и 9 месяцев. По меньшей мере 82 человека погибли, более 100 пострадали при пожаре в одной из больниц Багдада. Там взорвался кислородный баллон. Такие данные привел представитель Министерства внутренних дел Ирака. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. Десятки человек погибли в результате пожара в багдадской больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом. Пламя вспыхнуло в ночь на воскресенье, по предварительным данным, из-за взрыва кислородного баллона. По словам очевидцев, люди выпрыгивали из окон, пытаясь спастись от огня. Пожарным удалось вывести из горящего здания 90 человек. Премьер-министр Мустафа Кадими потребовал задержать руководителей больницы и найти виновных в небрежности, приведшей к инциденту. Система здравоохранения Ирака, и без того серьезно пострадавшая от войны и экономических санкций, подверглась еще большим испытаниям из-за пандемии. Общее число заразившихся в стране превышает 100 тысяч, более 15 тысяч скончались. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках.